Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Чайка и Калиматов обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона и планы на 2025 год, касающиеся реализации новых инвестиционных проектов и подготовки к предстоящему туристическому сезону. Глава республики проинформировал о работе, которая ведется для оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. В субботу в Магасе состоится торжественное открытие памятника выдающемуся ингушскому деятелю Идрису Бейсултановичу Зязикову. Монумент будет установлен на площади перед администрацией главы республики. В открытии примет участие и Махмуд Али Калиматов. Идрис Зязиков, чье имя уже носит главный проспект Магаса, был одним из основателей Ингушской автономной области и ее первым руководителем. Его заслуги в развитии региона признаны не только на государственном уровне, но и среди местного населения. В честь Зязикова названа школа в его родном селении Бурсуки. Организаторы мероприятия отмечают, что открытие памятника станет важным событием для всех жителей Ингушетии, символизируя уважение к истории и культурному наследию региона. Правительство России разработало ряд мер, направленных на обеспечение защиты имущественных прав граждан. Поправки затрагивают интересы людей, которые имеют имущество, находящееся в долевой собственности. Теперь сведения о таком порядке пользования будут включать в единый государственный реестр недвижимости. При возникновении разногласий между собственниками данные в ЕГРН могут быть внесены по решению суда. Также вводится регистрация договоров безвозмездного пользования объектами недвижимости, если они заключаются на срок более года. Уточняются права наследников по завещанию. Теперь в реестре будет указываться предоставление завещателям третьему лицу права пользования жилым помещением. В Госдуму внесут законопроект о выплатах за долги брака. В законопроекте указано, что супруги, проживающие в браке не менее 30 лет со дня его официальной регистрации в органах записи актов гражданского состояния, получат право на получение выплат к юбилеям совместной жизни. Размер выплат составит 30 тысяч рублей в связи с 30-летием совместной жизни, 40 тысяч за 40-летие, 50 за 50-летие, 60 за 60-летие и 70 тысяч рублей за 70-летие. В настоящее время подобные выплаты существуют в 19 субъектах России и в некоторых городах. Сегодня вступают в силу поправки в КоАП, повышающие ответственность за продажу детям табачных изделий. Соавторами закона стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций. Планки штрафов такие. За реализацию несовершеннолетнему, например, сигарет или вейпа, должностное лицо оштрафуют на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч, а компанию от 1,5 до 2 миллионов рублей. До этого должностные лица в случае нарушения платили от 150 до 300 тысяч, а компании от 400 до 600 тысяч рублей. Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии совместно с Государственной архивной службой республики проводят конкурс на лучшее эссе. Конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем могут принять участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. Работы, получившие призовые места, будут опубликованы в республиканских СМИ. Конкурс продлится до 1 апреля. Водители такси смогут заключать краткосрочные договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Как отмечено в пояснительной записке, законопроектом предусматривается возможность заключения перевозчиком краткосрочного договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках пассажиров вреда их жизни, здоровью и имуществу. Срок действия договора составляет от 10 дней до 1 года.